Я вечно буду, сколько вот в среднем мире живу, благодарен своему народу. Михаил Ефимович, где мы с вами встретились? Что это за место? Мы встретились на территории собственности Республики Саха, которая получена московского правительства, администрации президента в 1992 году. В одной из встреч я попросил Бориса Николаевича Ельцина, президента России, чтобы нам выделил территории, поскольку многие наши жители республики проходят здесь лечение, сложившими от операции, и после операции сразу вылетает, и очень дорогое, и медицинское, и так далее, все уходит на смарку, поскольку без восстановления, без реабилитации. И я ему сказал, что мы хотели бы построить за свои средства здесь санаторий, чтобы они получали первую реабилитацию после сложнейших операций. Тогда он согласился, сказал, да, это правильный подход, и поручил управлению делами подыскать удобное место. Вот мы сейчас находимся практически спустя 28 лет. Михаил Ефимович, ну вы сейчас живете в Москве постоянно? Нет, 50-50, 50% в республике, 50% здесь. Я недавно, вот нынче в феврале выехал, в августе приехал. Вот. Ну так складывается, что и здесь надо быть мне. Вот. И там республика. Ну, сегодня расстояние-то не определяет, где находится. Виртуально управляется даже мир сегодня. Вот пандемия показала, что можно жить, трудиться, общаться, провести различные мероприятия. Все виртуально. Михаил Ефимович, кем были ваши родители? Да, мои родители – это простые люди. Отец, выходец в пригороде, был Багаратский наслег. Сегодня это Хатасы, село Хатас рядом. В 1905 году родился. У него была одна сестра, двое были. Так. Он окончил 4 класса. 15 лет он стал, его избрали секретарем сельского совета. 15 лет. 17 лет он организовал в своем родном селе товарищество обработка земли, лозы. А через 2 года, когда коллективизация началась, 5 таких товариществ объединились и создали колхоз имени Каландрашвили. Он работал там порядочное время. Потом в Кангаласском улусе он был заведующим земпределом. Но его, по рассказам уже матери, всегда тянул на север. И вот в 1939 году мои родители выехали в Тикси, Булун, Быкобмыс, где он работал в рыбзаводе. Там моя старшая сестра, у нас в семье было тогда 5 человек, когда отец умер. Она заболела в Быкобмысе и умерла. Я ее не помню. Вот. Мне где-то 1,5-2 года было тогда. И вот мы переехали в Жиганск. Он там работал в промкомбинате и рыбзаводе. И в 1942 году они тогда
мобилизованы были заготовки леса для строительства производственных объектов. И в мае провалился лед, и тогда очень холодно, видать, было так, в реку. И он приехал и заболел воспаление легких, двухстороннее воспаление легких. И в июне 1942 года умер. Да, в Жиганске. Мне было тогда 4,5 года. Конечно, я так хорошо не помню. Но некоторые так фрагменты я помню. Когда выписывали меня с больницы, он на плече посадил. Тогда ни машин, ничего не было, пешком. И домой привел. И второй эпизод я помню, как вместе мы рыбачили. Он садил на ветке, сам греб, я рядом сидел. Вот это помню, сети смотрели. Мать у меня родом Тюктюра, Кангаласского улуса, в многодетной семье Козловых, девичья фамилия, у нее Козлова, их 11 детей было. Так. Вот. Она 6-я была в семье. Вот. 910 года рождения. Но она 2 класса только обучилась. И потом, тогда усадебное хозяйство, дома работала. В общем, дальше не продолжала учиться, а дома была. Она плохо читала и плохо писала. Вот. В 1943 году мы вынуждены были выехать в Жиганск. Вот. Старший брат Ким остался в Жиганске с бабушкой. Это сестра отца с нами был тогда. И вот с тех пор мы приехали на родное село Актемцы. Мать устроилась уборщицей в сельпо. И так практически всю жизнь, пока я не окончил школу. Вот работала уборщицей в сельпо. А в последующем она работала огородницей. Выращивала она. Очень любила и хорошо ухаживала, выращивала овощи. Умела она. Крестьянская закалка ее была. У вас мама была русская? Козлова, да. Это ямщики были? Или да, кто? ямщицкая. Ага. И ямщицкое поселение было, это Тюктюр. Да. Значит, она владела якутским языком? Она лучше, чем русским языком владела. Но все старожилы русские всегда они отличались этим. Они местным населением они хорошо общались. И преобладающий, конечно, якутский язык был повсеместно. Ну вот культура ямщиков вам как-то передалась? Она дала вам это? Культура, потому что я вместе с матерью жил до 7 класса. После окончания 7 класса я выехал в Жиганск старшему брату, который там оставался. Вот. Год приезда моего его призвали в армию, и он в армии, и я в интернате жил, учился. 3 года, 8, 9, 10. А в Актемцах семья тоже большая была все же. Мать мало зарабатывала, уборщица что будет. Поэтому меня зачислили в интернат. Я с 3 класса жил в интернате до окончания школы. В Актемцы вы тогда, получается, в каком году вернулись? Мы в Актемце в 43-м году вернулись. В 43-м. Да.
Вот смотрите, ну это получается середина войны, да? До Да, победы там да, еще да, 2 года. да, ага. И Якутия в годы войны в тылу понесла очень большие потери. Да, Это почти сопоставимо с потерями на фронте. А Нет, может быть даже и больше. больше. Если мы потеряли годы войны 37 тысяч, а у себя на родине 62 тысячи человек. Люди умирали вот от голода и сопутствующих, да, болезней. Как вы пережили годы войны? Очень в вашей страшно, семье? тяжело было. Очень страшно, тяжело было. Не дай Бог повторения. Вот. И когда вот рассказываю своим детям, внукам, трудно представляют. Это не может быть, говорит, так жить. Очень жесткая экономия была. Очень все нормировано, все ограничения. Поэтому вот детство нашего поколения прошло в очень трудных условиях. Вы помните, когда был вот в вашей семье такой самый-самый тяжелый, голодный день или Конечно, помню, летом спасало, рыбачили, весной снегирей ловили. Так. Кроме того, были налоги, были задания. Нам, школьникам, давали задание за лето заготовить шкурки бурундуков, сусликов. Не только сегодня, как сегодня хвост должен предъявить, а полностью шкуру высушить и сдавать. Задания давали. А осенью давали задание ягоды сдавать. Летом лук полевой, лук собирали. В общем, практически кормились маломальски, поддерживали свою жизнь природой, дарами природы. вот вы сказали, снегирей ловили. Что вы из них готовили? Готовили суп снегирей. Очень вкусный был. Вот. Мы любили, с любовью все это делали. А мать вечерами суп делала из этого. Ну, где-то 10-15 снегирей ловили. Вот так жили. А чем вы занимаетесь в Москве? Ну, во-первых, мой статус – это советник Республики Саха. Так? Поэтому мне больше приходится анализировать и делать предложения в виде записки, в виде устного. Вот. Посещать министерство, ведомства и там, и здесь. Вот. Состыковать их. Последнее предложение, которое вы внесли правительству или главе республики, каким оно было? Это по борьбе с бедностью. Я большую записку сделал главе администрации, встретился с ним, обговорили мы. Он поручил правительство. Это было в октябре прошлого года, 2019 года. Так. Эта проблема, она многогранная, очень сложная проблема, борьба с бедностью. Так. Но есть мировой опыт, как надо бороться. Организация Объединенных Наций в прошлом году объявила десятилетие семейных фермерских хозяйств, его развития, потому что мир признает, что за последние годы ухудшаются продукты питания, потому что все это переходит на промышленное основание, так? Производство продуктов питания. А промышленное производство требует различных компонентов, добавок и так далее и тому прочее. А сырье должно быть в большом количестве поступать в промышленность. А чтобы в большом количестве
Сельское хозяйство применяет различные химикаты, гербициды и так прочее. Только семейное сельское хозяйство в своем пригородном участке, он практически не применяет ни химикатов, ничего. Почему? А потому что он прежде всего производит продукт для себя. Он не будет себя отравлять всякими химикатами. Вот почему Организация Объединенных Наций объявила целые десятилетия. Вот. И наша республика должна подключаться к этому делу. Я вот недавно передал все это материалы руководству нашей республики, министерствам. Так? Поэтому, я думаю, делаю полезное дело. Вся беда Севера в том, что принимаемые решения не выполняются. Вот это здесь корень. Мы должны уважать все российские территории. Но я должен сказать, сегодня Север находится в самом унизительном положении. В самом унизительном положении. Все разрушено там. С болью сердца я сегодня повторяю это. А сколько сейчас бедных в Якутии? По последним данным про прошлого года 170 тысяч. 170 тысяч. Это практически каждый пятый. Это очень большое количество людей. А бедность, там какой уровень достатка? До минимального уровня, это оплата труда. Это сейчас 12? Да, 12, 14, 15. У нас градации есть. Арктические зоны, один центральный и так далее, сельское другое. Да? Ну, в среднем так 12-14 тысяч рублей. Ниже этого получают. И самое главное, самое пагубное, в этих семьях находится 40% наших детей. То есть, прежде всего, от бедности страдают дети. В России 20% детей находятся в бедных семьях, а у нас 40% находится. Это очень серьезная цифра. Ну вот а как так получается, то, что у нас последние 20 лет, это все говорят, да, высокие цены на нефть, уровень благосостояния повысился, мы из года в год это слышим, но как же так получается, то, что у нас сегодня все равно каждый пятый якутянин, и тем более, что самое ужасное, 40% детей находятся за чертой бедности? Почему? Почему? Я скажу, чьей собственности находится нефть, газ, уголь. Ведь смотрите, когда мы создавали компанию «Алроса», мы имели долю. Мы добились этого своей настойчивостью, своим именно научно обоснованным подходом, что республика имеет право иметь свою долю. Не только республика имеет, мы 8 улусам, потому что они более пострадали период этой эпопеи, дальше трудовому коллективу. То есть мы создали первую модель, что будет республика по этому пути идти. И акционирование угольной промышленности, газовой промышленности, нефтяной промышленности. Республика должна иметь свою долю во всем. Не надо продавать 100%. Вот Мечели продали весь уголь, богатейшими с запасами. Одно месторождение Эльгинское, имеющее такие запасы, которые, если мы будем 100 миллионов тонн в год ежегодно добывать, хватит запаса его на 100 лет. Вот ее продали на 47 миллиардов рублей. Так? И что получили мы? Получив это, несколько марафетил, так, Мечель, и 49% продал за 100 миллиардов. Вот вам. А нефть тоже такая же картина, потому что мы имели владельца, это самое Талаканское месторождение, это наше было. Так? Почему до конца не довели? Потому что и наш Ильтумен опротестовал. Когда мы выиграли,
тендер за 500 миллионов долларов. И тогда был порядок, 60% в бюджет республики шло с этого расхода. Только 20% шло в федеральный бюджет. Практически мы за 2 года окупили бы. Так хозяйничать нельзя. Вот в результате этого, вот сегодня республика не владеет ничем. Мы практически в виде налогов, которые на это рассчитывали некоторые товарищи, без ничего, потому что льгота за льготой имеет эта трансконтинентальная компания. Вот. Республика до сегодняшнего дня находится дотационной, когда 1 100 миллиардов валовый внутренний продукт. Это огромные деньги. И так, конечно, я думаю, в будущем надо какой-то подход надо иметь, все же свою долю во всех наших сырьевых богатствах иметь. Только тогда мы поднимемся. Как в свое время поднимали 90-е годы тяжелейшие годы реформы, выстояли, развивались, строили, рожали детей и развивались. Ведь посудите сами, мы в 90-м году 47-е место по развитию человеческих ресурсов в России занимали. 47-е место. А в 2000 году мы 8-е место вышли. Это феноменом было. Так никакая территория тогда не развивалась. Вот. Мы тогда за 10 лет 5,5 миллиона квадратных метров жилья строили. Так никто не строил. И притом не сегодня в виде, понимаете, это ипотеки, кредиты дорогие. Народ так задолжал, что более 100 миллиардов уже имеет в банках свой долг. А мы за счет государства строили, за счет бюджета строили. Вот потому что имели возможность. Ну, тут могут, наверное, сказать, что, конечно, вам в 90-е годы, наверное, было проще решать вот эти вот экономические вопросы, да, потому что, во-первых, был Ельцин, который сказал, берите суверенитета столько, сколько хотите, но при нынешней власти, когда у нас есть такая централизованная власть в России, что в регионах практически не могут ничего решать. Вот по поводу продажи там Эльгинского месторождения. А кто заставил нас продать? Когда угольная промышленность — это собственность республики была. Кто нас заставлял? Никто не заставлял, сами продали. Ну вот как бы и намекают, что, возможно, заставили. Как вы считаете? Нет. Мы на проме рвались, чтобы продать. Когда вы впервые поняли, что хотите заниматься политикой? Я, по-моему, не выделял, что такое политика, что такое хозяйственная работа. Вот, не выделял. А если вот, оглядываясь назад, я посмотрю, я практически со школьной скамьи был активистом. Когда в средней школе Жиганска работал, член райкома комсомола был, это ученик 8 класса, так, был секретарь комитета комсомола. Когда в ВУЗе учился, группкомсоргом был. Вот, поэтому я, не выбирал, что это партийная работа или политическая работа, или специальность и так далее. Во мне это было одинаково. Поэтому я всегда приглашал, чтобы были с малых лет активными, участвовали, были открытыми. Вот школа постоянно говорит, вы открытыми будьте. Нельзя, опустив голову, ходить, смотреть только в пол, а смотрите людям в глаза, рассуждайте, ошибаетесь, потом будете рассуждать, потом поправите, если действительно. А если правильно, давайте настойчиво ставьте, оставайтесь до конца верны своим словам и так далее. Таком должно быть. И молодежь вот сегодняшняя, смотрите, якутская молодежь таким открытым, таким доступным никогда в своей истории не был. Вот почему он в мире свободно входит.
Конечно, и знание языка помогает это. Ихние дети еще открытые будут. Поэтому так вставишь, что с каких пор я политик. Я не представляю, я не делю это понятие. 20 декабря 1991 года народ республики доверил Михаилу Ефимовичу Николаеву высший государственный пост. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха Советской Социалистической Республики, соблюдать Конституцию и законы Якутской Саха ССР, Конституцию и законы Российской Федерации, защищать суверенитет Якутской Саха ССР. 20 декабря 1991 года вы были избраны президентом, первым президентом республики. Набрали 76,7%. Какие были самые трудные годы во время вашего президентства? Это 90-е годы, первая половина, страшно тяжелые были. Производство работает, реализовать продукцию невозможно. Добываем алмазы, золото, продавать не можем, потому что то квоты нет, то лицензии нет, специально задерживали. Они прекрасно знали, задушить экономически никуда не денется. Но выстояли. До августа вообще не финансировали 1 год до августа. До 91-го? Нет, 95-го. Северный завод не финансирует. До августа навигация через месяц кончается. Я набрал смелости, вот Климент Егорович тогда постпредом был. Мы вылетели в Саратов, Волжский утес, где отдыхал Борис Николаевич в отпуске. И просто ворвались к нему. И только он сумел помочь. Только он. До августа не могли пробить ни одной копейки. Денег нет грузов. Страшно. Потом наводнение это. Страшное наводнение Ленска, Приленских, Приалданских поселков одновременно. Это ужас было. Не случайно же ведь президент России трижды прилетал. И тоже, может, пример ставить, не было случая, что где-то за 4 месяца все восстановили. И живут люди до сегодняшнего дня. Вот эти годы. Ельцин, понимая справедливость заявленных регионом исконных прав, поддерживает стремление народа Якутии. Я думаю, что вообще главная помощь – это кое в чем дать больше самостоятельности. Это главная помощь, знаете. Многие говорят о ваших близких дружеских отношениях с Борисом Николаевичем Ельциным. Так ли это и какие у вас были отношения? Ну, главой государства навряд ли такие дружеские отношения. Это, наверное, слишком преувеличение. Так не бывает. Так не бывает. А вот я наблюдал, Борис Николаевич умел слушать. Умел слушать. Вот это его колоссальное преимущество. И умел проникнуться тем чувством, которое собеседник ему говорит. Это первое. И второе, все же республику он знал. Он все же дважды был за короткое время. И там бывало не как инспектирование, а в реальную жизнь. Вот
Первый раз приезд мы на Кангаласском районе, Павловского хатоне были там. Хара или в каком-то поселке Засыпушка школе были, показывали. Потом Анабар полетели в тундру, в стадо и так далее. Так. А второй приезд, Татинский улус, национальный праздник показывали, столетие Платона Аинского посвященное. Он проникся чувством, старался, по крайней мере, понимать, что за это народ, чем дышит, куда стремится, что хочет. Борис Николаевич Ельцин передал вам свою квартиру на Тверской. Он построил свой дом. Сказал, в одной из встреч помощник сказал, вот Борис Николаевич интересуется, где вы останавливаетесь в Москве. Я сказал, в гостинице. Тогда он сказал, говорит, спросите, он не против, если займет нашу квартиру, которую мы оставляем, переезжаем в другую свою. Я даже постеснялся. Ну как сказать, сказал. Спасибо только, все. Да, действительно это было. Он позвонил Лужкову, поскольку это московское, и сказал, что пропишите Михаил Ефимович. Это было. И до сих пор эта квартира вам принадлежит? Да. Вот мы говорили о самых трудных временах. А были ли легкие годы? Легкие времена, когда после дефолта 1998 года все же финансовая часть начала стабилизироваться. Раньше доллар 6 рублей было, а после дефолта 24 рубля. И кто экспорте работал, а мы экспорте работали, алмазы, уголь, все экспортные были. Поэтому поступление денег в переводе рублей, конечно, сразу ощущалось. И начали вот более стабильно работать, выдавать заработную плату. Вот здесь уже намного легче было. И разрушенное наводнением восстановление, все же мы более обеспечены были. А какой момент вам запомнился больше всего? 27 сентября 90 года. 27 сентября 1990 года Верховный Совет ЯАССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. С этого момента республика провозглашалась равноправным субъектом Российской Федерации. Теперь Якутская республика обладала всей полнотой государственной власти, за исключением полномочий, передаваемых по договору в ведение центральной власти. Все природные ресурсы объявлялись исключительной собственностью республики. Что для вас лично значит этот день, 27 сентября? Это моя жизнь. Это венец моей жизни, карьеры. И очень хорошо, что республика отмечает этот день как день государственности нашей республики. Наша задача участников этого события больше через вас дойти, достучаться до наших ребят, до нашего молодого поколения, чтобы они любили свою родину, гордились самобытной культурой, гордились развитием интеллекта, развивали способности этого народа. Какой у нас, нашего народа, математический ум, философское видение. Так ведь? Какая музыкальность нашего народа. Все это должно раскрыться. И в этом отношении власть должна очень настойчиво, целенаправленно, умно должна направлять население республики. Вы сейчас следите за работой нашего нынешнего главы Арсена Сергеевича и за работой его правительства? Слежу, общаюсь часто,
разговариваем на эту тему. Алексей Сергеевич – это представитель нового поколения. Поколение, сознательную жизнь уже в другой системе, начав, чем мы. Он очень грамотно ставит вопросы. Так. И за очень короткое время он завоевал довольно высокий авторитет здесь. Здесь, в Москве? Здесь, в Москве, у руководства. И когда вот он был руководителем группы Госсовета по Дальнему Востоку, я участвовал в экономическом форуме, где заседание проходило Госсовета. Многие предложения на другой день озвучил. То есть принял президент республики и озвучил. Это самое большое дело, когда сразу указывают, что это правильно. Вот, допустим, ипотека 2% для молодых. Это неслыханно, невиданно. Так оперативно реагировать. Это, говорит, с другой стороны, знание дела, с другой профессионально поставил он. В-третьих, уважение к ее слову. И это в министерствах очень много людьми, которые его хорошо знают, очень положительно отзывают. И это отношение на федеральном уровне довольно серьезное. И это очень за короткое время, за 2 года это завоевать, это все же провинциальный руководитель так быстро. Именно грамотным подходом. Вы планировали идти на 3-й срок? Когда был принят закон о снятии ограничений, тогда да, я решил идти. Но почему все же отказались? Отказался, постоянно судебные процессы шли. То в Верховном суде нашей республики, то в Верховном суде здесь, то в Центре избиркоме. Я рассчитывал, знал и верил, что верховенство закона, в каком отношении разрешающее идти. А нашей Конституции по-старому было записано не более 2 лет сроком. И вот зашли противоречия, и это использовано было. Но потом, когда я отказался, Конституционный суд мы отправили, Верховный суд отправил толкование. Конституционный суд сказал, что верховенство закона Российской Федерации, но поскольку Николаев снял свою кандидатуру, ну, до выборов осталось где-то 10 дней или неделя. Дальше уже не было резона держать. Вот. Поэтому там перечень сделали. Кто еще не заявлял, тот имеет право, перечень всех президентов, всех глав регионов, губернаторов, перечень сделали, что имеет право. Вот почему за 30 лет в Татарстане 2-й только президент, глава. Так ведь? А в Белгороде губернатор 26 лет тоже. 26 лет, практически со дня избирательной кампании. Сидит. Вообще в 2000-х годах, может даже вот как раз с этого 99-го года, была там битва компроматов, да, очень много информации разной. И ну, самое яркое из того, что я помню, это вот сюжеты Елены Масюк. Вы помните ее? Это журналистка, что ли? Да. Так. Вы помните, у нее был такой сюжет, что, мне рассказывали, что прилетел президент Якутии на самолете в Москву, и к нему подкатили трап, и первым, хотя это как бы обычный рейс был, вот, и первым вышел оттуда президент республики. Президент республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев летит из Якутска в Москву на обычном рейсовом самолете с рядовыми гражданами России. 6 часов спустя аэропорт Шереметьево-1. Трап, как и положено по правилам центровки самолета, подают вначале ко второму салону.
Но вдруг трап резко переезжает к первому салону. Михаил Ефимович должен выйти из самолета первым. Ну, обычно Ту-154-2. Первая, это первая половина, это VIP-персона, а второй трап для пассажиров. Я ничего такого не вижу в этом. А как вы думаете, кто вообще заказывал вот такие сюжеты? Я не могу сказать, но я догадываюсь, потому что все это денежные. Никто бесплатно не делает. Так ведь расходы? Тот же Масюк, я журналистом не считаю ее. Она просто зарабатывала эти деньги на житье. Вы сейчас можете назвать, кого вы предполагаете заказчиком? Я знаю, он в Москве, который у нас работал, а второй, который выполнял поручения его в Якутске. Я знаю их. А он участвовал тоже в президентской гонке или как? Да. Знаете, догадываетесь. Как на вас вот эти компроматы действовали в то время? Понимаете, вот я всегда воспитывал внутреннюю силу, внутренний характер. И всегда я говорю, что надо закалять веру в себе. Вот. Это выражается в характере, это выражается внешней воле, решения тех или иных вопросов. И когда ты не ради себя решаешь, а ради своего народа, не надо бояться. Вот. Трусость, пугливость в решении интересов народа – это самая плохая черта. Вы выступили потом с обращением Да. на канале НВК. Да, Тяжело вам далось очень. и это выступление, и Да. вообще решение о снятии своей Да. кандидатуры? Да, потому что народ верил, что он пойдет на 3-й срок, ждал этого и зарегистрировался я. Вот. Поэтому, конечно, это нелегко было. Когда уже новый президент появился в России, он, кстати, до президентства, когда председатель ФСБ работал, к нам приезжал, смотрел, знакомился с нашим активом. Вот. Я у него был, он говорит, я против ничего не имею. Я об этом говорил. Я дважды спрашивал ее, какие-то претензии. Я говорю, нет никаких претензий, я знаю, вы работаете нормально. Вот. Но с другой стороны, я не понял, когда заместитель генерального прокурора России был выдвинут так на президентскую должность республики. А это без разрешения президента России не может быть. Указом президента Российской Федерации за большой выдающийся вклад в развитие российской государственности и социально-экономическое развитие республики награжден орден за заслуги перед Отечеством второй степени Николаев Михаил Ефимович, президент Республики Саха, Якутия. Я искренне тронут, Владимир Владимирович, вашим вниманием и от чистого сердца благодарю за высокую оценку труда руководителей нашей республики, в частности, меня. Каким вам тогда показался Владимир Путин? Какое время? Когда в первый раз он приезжал, и когда вы с ним разговаривали, есть ли у него претензии по поводу вашего 3-го срока? То к нам приезжал, когда он работал председателем ФСБ. 2 дня был. Я показал
национальный СЭХ НАМСах ездили мы. Смотрел, с народом разговаривал. Ну, довольно открытый был. Так. Но после этого он уже где-то в октябре стал председателем правительства. Я у него в ноябре был, когда председателем. В это время Борис Николаевич звонил. Он болел тогда. Он спрашивал, кто в кабинете. Сказал, Михаил Ефимович находится. Он сказал, передай трубку. И мы по телефону Бориса Николаевича переговорили, пожурил я. Сейчас не время болеть, давай выходи на работу. Вот. Он посмеялся и сказал, во всех отношениях поддержи Владимира Владимировича. Вы вот в этот, когда он вам это сказал, вы поняли, что он уйдет уже в декабре? Да. Да. Ну, ребята с окружения говорили, что 3-го Нового года не будет, наверное, для нас. Я понял, да, что значит для нас. Вы вот где новости читаете о Якутии, например? Ну, я читаю ЕСЯ, поскольку я основал эту информационную службу. Да, я постоянно читаю, но исчерпываю Якутия.ру. Вот два основных источника, которые я получаю информацию. Мы уже упоминали портал Якутия.ру, и в ноябре 2019 года, вот совсем недавно, да, они запустили голосование. Кого вы считаете лучшим главой Якутии? И по результатам этого голосования на первом месте оказались вы, 53,4%, на втором месте Айсен Сергеевич, у него 25% голосов, на третьем Штыров 14%, и на последнем месте Егор Афанасьевич Борисов с 10%. Ну, как вы думаете, почему вы оказались на первом месте? Ну, это волеизъявление народа же. Мне как-то неэтично комментировать эти данные. Но единственное, могу повторить, я как мог служил своему народу. Возможно, эти моменты иногда не нравились центру. Это я чувствовал, особенно в последние годы. Вот. Я понимал это, на что я, на каких позициях стоял, ради чего. Поэтому волеизъявление народа нельзя комментировать. А вот под новостями о себе вы читаете комментарии? Нет, я не интересуюсь этим, не интересуюсь. А почему? А потому что я самого себя знаю. Так? А то, что люди говорят, это люди. Их не запретишь. Так ведь? Вот. Тем более наше время. Вот. Я знаю, о чем могут говорить. Да? Иногда друзья рассказывают об этом. Но я не увлекаю и не слежу, что обо мне пишут. Это даже не этично, что будет. Я верю в свой народ. Я знаю отношение народа, простого народа. Вот. Я искренне благодарен. При удобном случае всегда об этом говорю. И я с чистой совестью перед своим народом могу сказать, я все сделал для них, прежде всего служил ради их интересов. Вот. Поэтому мне нет необходимости следить о себе,
что говорят. Вы можете назвать какие-то ошибки, которые были вами допущены во время вашего президентства? Я не вижу. Ну какие ошибки? Некоторые говорят, что совхозы распустил. Ну, во-первых, совхозы — это была собственность России, и они полностью финансировали, вплоть до содержания Министерства сельского хозяйства Якутии. Все довольствования находились мы. А когда мы взяли на собственность, когда в Гражданском кодексе совхозы не числились в перечне, так, форму должны менять. Чтобы не растаскивать, чуть не обанкротит, то какой-то человек все не прихватил, было принято решение, что паи раздать членам совхозов. Кто трактор получил, кто скот получил, кто лошади получили и так далее. Я думаю, это было правильное решение. Люди должны возвратить свою собственность, которую его предки, родители в создании совхоза вносили, как паи, свой скот, свое имущество. То есть справедливость должна восторжествовать и должна вернуться людям. Я думаю, я считаю это правильным решением. Мы тогда не могли содержать, финансировать. Так, при таком бюджете не могли. А потом мы создавали различные формы, и кооперативы, и базовые хозяйства, и развитие семейной экономики. Создавали лизинговые системы, чтобы обеспечить людей тракторами и так далее за счет бюджета республики на рассрочку. Трактора 5-7 лет выкупали, а потом носили и так далее. Микрокредитование и так далее, различные формы. Находили, содержали. Я думаю, сегодня уже этот процесс застабилизировался. Я думаю, сейчас и мышление людей, и уважительность к сельскому хозяйству уже возвращается, потому что российское сельское хозяйство уже поднимается на ноги, уже на международную арену выходит. Экспортером стал большое, уже первое место по пшенице мы занимаем, Россия. Вот. Все это сказывается и психологически. Раньше говорили, думали, что это черная дыра, сколько вкладываю, все равно. Так. И мы установили закупочную цену молоко. Мы закупали, то есть государство через потребительские кооперации. Мы им беспроцентные кредиты давали. Они закупали, потом часть возвращали. То есть искали новые формы подхода. Скажите, какую главную идею вам не удалось реализовать? Или вы не успели? Я думал дальше преобразовать вот производственный потенциал. Так, производственный потенциал по модели Алроса, первое. Второе, акционировать наши крупные предприятия, наиболее капиталоемкие, с целью привлечения капитала. Вот это я не сумел, и, по-моему, сегодня его тоже нет. Первая была попытка начала Талаканского месторождения привлечь капитал. И мы могли бы привлечь. Когда участвовали в конкурсе, мы кредит брали от нефтяной компании.
хотели брать. Уже согласие, подписывание было, соглашение на эту тему. Но, к сожалению, наш Хильтюмен не дал разрешения на привлечение этого капитала. Тогда вот действительно нефть, мы сразу поднялись бы быстрыми темпами еще. Многие проблемы. И бедность решили бы, и обустройство села решили бы. Большой доход. Сегодня же ведь себестоимость $5-6 талаканской нефти, а продаю 50. До 100 доходило, до 200 доходило. Видишь, как доллары. Какие ваши главные победы, на ваш взгляд, за время вашего президентства? Первое, наверное, согласятся, я дал народу право развития. Развитие своим умом, талантом, способностями. Вот. Это первое. Второе – самосознание народа. Возрождение самобытной культуры. Вот. Веры, традиции. Одним словом, дали мы свободу в развитии личности. Развивали высшее образование, развивали здравоохранение. Вот. И сохранили тот производственный потенциал, который мы стали преемниками после развала Советского Союза. Все отрасли ничего не закрыли. Местную промышленность в лице швейной фабрики, тот самый кожевенно-обувного комбината, хлебозавода, винзавода, мебельные фабрики перевооружили на импортное оборудование. Вот. Дали второе дыхание. Так. Мы подключились к международному движению. Так, стали членами ЮНЕСКО, стали членами Северного форума, которое дало возможность молодым ребятам цивилизованным миром, всем миром общаться, ездить учиться и так далее. Мы циркачей уже лет 25 готовим в Пекинской цирковой школе постоянно. Так? И так далее, и так далее. Провели великолепные детские спортивные игры, интеллектуальные игры и так далее. То есть старались приобщить нашу молодежь миром, чтобы они установление как личности, получение знания, как-то расширили границы территории Республики России. Они сегодня свободные люди, где хотят, есть способность учатся везде. Так? Авторские школы открыли, сеть президентских школ. Это великолепные подходы, которые являлись локомотивами в целом образовательном процессе. Утвердили концепцию развития национальной школы, и благодаря которому мы отстояли обучение на родном языке, так? Отстояли многие позиции, которые раньше не имели ограниченной форме и так далее. Вот. Все это благодаря именно суверенитету, именно декларации государства, именно новой нашей Конституции, именно правильной постановке
за системой с федеральным пространством и так далее. Вот. Мы достойное место занимаем сегодня уважительности отношений республики на всех уровнях. Это разве не достижение? Вот это и есть главный успех наш. Ваш проект «Музыка для всех», и при вас была построена высшая школа музыки. Какое отношение вы имеете к музыке и почему так много внимания уделяете? Не только музыки. Перед нами стояла задача в 90-х годах, как возродить народ, так, чтобы он чувствовал хозяином. Прежде всего надо было возродить нашу традиционную самобытную культуру. Самобытную культуру. Я помню, как Аиза Решетникова боролась за хамус, создавая музей целый национальный музыкального искусства. Это она, хрупкая женщина, вот создала великолепный музей, на базе которого возродилась. Вот. Я помню, как Александр Николаевич Жирков, Золонхо, так, по ее инициативе была создана ассоциация, но попросили, чтобы президент республики был руководителем этой ассоциации, общественной организации. Так, мы возрождали Олонхо. Исых – это действительно наш единственный, вот, традиционный, с глубины веков идущий праздник. Затухало же ведь при советской власти. И мы тогда решением Президиума Верховного Совета ее объявили национальным праздником и нерабочим днем. Так? И вот тогда шло. Так? Такое именно люди в глазах горели огоньки, возрождается культура, язык. Государственным языком был объявлен якутский язык. Люди, мне казалось, что даже выросли в росте, они выше стали, раскрепощенные стали. Вот что такое возрождение было. А что касается музыки, я вот еще раз говорю, не только музыка, а вот балетную школу создали, да? Цирк создали. Где-то, когда-то при советской власти даже не мечтали об этом, не говорили об этом. А люди сами пришли. Ставили. Вот. Министерство мы преобразовали Министерство культуры и духовности. Да? Именно дух, поднять дух людей своими мероприятиями, своей самобытной культурой. Много что же делается. Или вот по высокой технологии возьмите, по высокой технологии. Я не знаю, в каком субъекте республики есть две компании международного класса, как Майтона наша, так, и Индрайвер. Вот же какой народ у нас способный, умный, трудолюбивый. Вот ему дать только возможность. И мы считаем, декларация государственного суверенитета это не какой-то политический документ, а право развития. Мы получили право развития. И вот результат. Ну, у вас, у самого, какие музыкальные предпочтения? Какую музыку вы любите слушать? Классику. Хотя ни черта не разбираюсь. Например, кого слушаете? Кого? Конечно, Чайковского. Конечно, Чайковского. Моцарта. А что касается якутской музыки? Якутская музыка очень богатая. Очень богатая. Она очень мелодичная. Мелодичная. Вот композиторы, которые у нас работают, ну, их, во-первых, численность маленькая, так? Во-вторых, конечно, они
нуждаются в громадной поддержке. Потому что их произведения никто не покупает. Заказ никто не дает. Как может творить, создавать? Пора бы для них найти хороших меценатов. У нас хорошее ведущее место занимает мелодисты. Вот они вот как-то наполняют вот этот разрыв. Так? Вот. Ну, мелодист есть мелодист. Опера не может создавать, так? Вот. Поэтому в этом плане, я думаю, вот та высшая школа музыки, которая в свое время выпускала очень много специалистов высокого класса по инструментам, сегодня несколько должен быть ориентиры поменять, и надо работать с ребятами, которые, будучи, стали бы композиторами. Это пусть будет несколько человек, специальную группу композиторскую создать. Хотя некоторые здесь учатся, но они композиторы получают, изучая методику и так далее, так, не создающие оперу, музыку, не создающие большие произведения, но числятся у нас композиторами. Окончив здесь отделение композиторское. Этого мало. Но время, чувствуется, нужно для этого. А что касается, например, якутской эстрады? Вы знаете сейчас вот современных наших певцов? Несколько трагичная была судьба молодого человека, который я любил, его произведение и исполнение, так? Это Сиаиола, так? Но он вышел сегодня, так? Ну, он отсидел, это прошлое сейчас. Я думаю, он свое положение займет. Это прекрасный певец эстрадной песни. Бурнашов Анатолий, да? Анатолий, да. Я его очень, у меня записи есть его. Когда скучно становится, я включаю его. Очень хороший певец. Я горжусь ими. Ну и больше я склонен, конечно, люди, которые окончили консерватории. К сожалению, старшее поколение. Так? Иван Степанов. Вот, моего поколения, так. Вот. Очень она тоже сегодня, по-моему, уходит со сцены. Наш единственный и первый лауреат премии Чайковского, так, Адамова. Вот. Дальше, непревзойденное исполнение Соловья Алябьева. Альбина Борисова, Кычкина. Вот. Вот это старшее поколение, которые по возрасту, конечно, они уходят, но они как золотой фон нашего народа останутся на века. То есть молодых исполнителей, например, Легентей, Джида, который рэп исполняет. Это недавно только появился. Он уже лет 15, наверное, поет. Нет, но более популярным становится. Я до сегодня не могу понять, Джида, что такое это. Вы ни одну песню его не слышали? Я слышал, но не так часто. И как впечатление? Но по отзыву молодежи, его поколения хорошее впечатляющее. Поэтому я радуюсь, все же вот плоды заложены в 90-х годах, труднейшие годы вот, реформы, сегодня вырисовываются.
И сегодняшние достижения, это не вчера они были заложены, так? Даже вот взять кино, так? Великолепнее кино начали якутские ребята, девушки молодые создавать. Я вот позавчера в понедельник встречался с Денисом, который вот пугало первое место кинотавре в Сочи. Дмитрий Давыдов. Дмитрий Давыдов, так? Вот. Или вот Сардана Тимофеева, которая третий раз уже стала чемпионкой московского марафона. Трофимова. Трофимова, столицы страны, великой державы, якутская девушка, флагом республики, финиш. Это великолепно. Это же результаты здорового образа жизни, когда мы разработали научную доктрину здорового образа жизни. Одним из составных частей было массовость спорта. Вот. И так далее. Вот все это они нашим народом республики самые тяжелейшие годы были заложены. Так стремились, что мы будем возрождаться. И вот налицо сегодня результаты. Ну что, Уруй Айхал Саха Сиригер, как еще раз мы будем повторять и повторять. Вперед, Якутия, вперед, Сардана! Когда вот вы слышите о таких громких победах якутян, да, как то Кинотавр, как Международный Московский кинофестиваль, как другие различные конкурсы и музыкальные еще какие-либо, и вот последняя победа Сарданы Трофимовой, какие ощущения вы испытываете? Гордость. Гордость. Мы не только у себя свои имена пишем, а уже на российском уровне. Российском. Мы уже упоминали якутское кино. Вы говорили, что недавно встречались с Дмитрием Давыдовым, поздравляли его с победой на Кинотавре. Какой вообще ваш любимый фильм якутский? И какие фильмы вы видели из якутских? «Царь-птица». Мне очень понравилось. Это очень удачный фильм. «Надо мной не заходит солнце». Помните, я вот название точно не помню, вот «Сайцары» эпизод. «Сасары көлге»? «Сасары көлге». Вот это тоже хорошая художественная, это уже полнометражная, хорошая картина была. Нет, у нас молодцы ребята, они творческие и реальную жизнь смотрят. Именно человек и природа. Вот испокон веков якут в гармонии жил с природой. Так? Вот это показывает, это очень востребовано сегодня. Сегодня, так? Само видение человека, ее душа, ее нравственность, так? И охрана природы. Это два кита, которые сегодня надо миру. Вот. Мир много потерял в этих вопросах. И не может разобраться, главное, не может общий язык найти в этом вопросе. А вот то, что вы пытаетесь это преподнести мощной силой, как кино. Так. Единственное, вот кинопрокаты наши не выходят. Наши фильмы кинопрокаты не выходят. Вы имеете в виду на российский уровень? На российский, на международный никто не покупает вот это. То ли через титр не нравится, особенно молодежи. Так? Возможно, пожилой человек, он некоторые без титра понимает, видя это, а молодому надо все говорить. Вот это что-то сдерживает. Или у нас хороших продюсеров нету, что между кинопрокатом и производством кино стоял бы. Вот их тоже надо готовить. Это сложная вещь, ведь. Это рынок. Рынок очень капризный.
Вот. Но то, что правильное направление, это никто не будет отрицать. Отдельный разговор вот, в международном плане, вот, та работа, большая работа, которую проводил в 90-х годах, она не должна затухать. Мы пытаемся Международный конгресс народа Саха провести. Так. Моя задача посмотреть ребят, которые за рубежом живут, уже получив специальность, как выдерживает совершенно другую культуру, совершенно другую цивилизацию, как они конкурируют, почему свое место находят, что дает, какую силу, что дает им, что выжить, как говорят. Там действительно это закон, это не то, что у нас. Так, все отмечают об этом. Очень жесткие, но выдерживает. Вот. Посмотреть. Дорогие участники игр, я рад отметить, что на рубеже веков сегодня рождается планете новое детское олимпийское движение, которое, я верю, станет доброй традицией и будет сплачивать молодежь планеты во имя мира на Земле, во имя дружбы и взаимопонимания. Я в 96-м году, когда организовал Всемирные всеазиатские детские игры, имел в виду тоже сравнить наших детей, якутских ребят, насколько они по силе, по телосложению, по виду уступает или наравне смотрятся зарубежными детьми. Вот в силе, как они, какое. Вот хотел в натуре посмотреть и показать своему народу. Так что нам не хватает, в каком направлении работу усилить. Вот с этой целью большая не только там места занимать, ведущие и так далее, а вот именно сможем ли мы с ними конкурировать и так далее. Вот. Те же интеллектуальные игры. А вот когда в 92 году мы организовали, и до сегодняшнего дня проводится это международные олимпиады Туймада по физике, по химии, по информатике, по математике, да, тоже посмотреть. И всегда удивлялся, почему румыны нас побеждают. В чем секрет? Да. Вот именно в сравнении надо корректировать свою работу, вот, находить новые подходы. А если мы будем сидеть и говорить, вот по стандарту российскому так надо делать, то мы ничего не добьемся. Мы всегда будем уступать. Вот. Поэтому вот усиление в международном плане работы тоже следовало бы оживить. Как вы думаете, какое ждет будущее наш народ и республику? Два фактора. Много будет зависеть от федерального центра и ее решения проблем, особенно налоговой системы, особенно расширение прав, так, и самого народа. Народ Саха несет громадную ответственность, прежде всего за стабильность. Второе, за демографию. Я вот в последней статье привел пример расчета нашего ведущего доктора медицинских наук Михаила Тырылгина, который в своей книге «Феноменальные способности народа Саха» рассчитал, что мы к 70-му году народ Саха может достигнуть 1 миллиона численности. Не это ли хорошая национальная программа? Тем более демография в первом плане
в целом по Российской Федерации стоит. Вот использовать эту возможность. А это можем добиться только строительства усадебных хозяйств, домов, укреплением села, поскольку городское население – это исторически, вот, это не отличается, не притоком, только увеличить численность населения, а не рождением. Это тоже не надо забывать. Ну, сейчас перейдем к блиц-опросу, и далеко не отходя от темы. Какие сильные стороны у народа Саха? Выживаемость самая сильная. К стремлению к знаниям. Так. Выдержка и характер. Вы довольны тем, как сегодня выглядит республика? Да. Радуюсь. Есть успехи. На сегодняшний день, на ваш взгляд, кто был лучшим руководителем республики? Гаврил Васильевич Черяев. Почему? Почему? Это выдающийся деятель. Именно на основе его деятельности, вернее, плодами его труда мы пользуемся до сегодняшнего дня. Я прошел становление как личности, как руководителя при Гавриле Васильевиче Черяеве. Он меня отправлял и на учебу, он меня направлял на работу и внимательно следил. Он и критиковал, и требовал. Вот. Я могу сказать, что действительно Гаврил Васильевич сделал для республики очень много. Очень много. До него, конечно, работали, я не обвиняю, но все же была провинциальность. Была во многих. По всем позициям мы уступали. По всем позициям. До него я не помню, что наш руководитель был членом Центрального комитета. Он продолжительное время был. Даже постоянно сидел он в президиуме. Это в то время очень много значило. Очень много значило. То есть он завоевал свой авторитет своим профессионализмом. Вот, умением руководить. У нас же практически такой постоянной связи-то с центром не было, с областями, краями. Мы уже изолированы были. Это сегодня 6 часов напрямую. Вот. А его время совсем другое было. Вот. Это сегодня вот дороги Лена, хотя он заложил Вилюй, Колыма и так далее. При нем это строилось. Но доведены до кондиции в это время. Вот. Много сделал. Одних маломощных, убыточных колхозов превратить в совхозы, убедить центр, что взяли на себя российское правительство, превратить крестьян в рабочих, установить ежемесячную заработную плату, так, хорошую пенсию. Это он добился, он решил. Много вопросов он решал. Самый счастливый момент в вашей жизни? Рождение дочери. Первый. Самый несчастливый момент? Это уход моего единственного сына
с этой земли. Максима. Какую черту вы не любите в других? Предательство. Какую черту вы не любите в себе? Слишком лояльный. А ваша главная черта? Целеустремленность. У вас есть принципы? Конечно. Какие? Не отступать. Идти только вперед. Не колебаться. Если считаешь, выработал уже для себя все правильно, надо идти до конца. Любимая книга? Я за последнее время увлекаюсь мемуарами выдающихся людей. Я плохо знал Эйнштейна, так? И когда несколько книг о нем прочитал, просто он для меня кумир во многих отношениях. Исаак Ньютон тоже раньше не знал. Но знал его законы, физики и так далее. А когда вот более ближе прочитал, и притом авторов, его сородичей, англичан в переводе, правда, на русский язык, совсем другая картина. Это неописуемые личности. Неописуемые личности. Очень много учиться можно. Очень много учиться у них. А вы сами пишете мемуары? Не мемуар, а о жизненном пути я написал книгу «Родом с севера». Она уже вышла. Давно это вышло. Давно вышло. А когда вы будете писать мемуары? А зачем писать? Мне кажется, надо. Свой взгляд, честный, откровенный. Но это пожелание. Михаил Ефимович, вы счастливы? Да. Я счастлив. Я в свое время написал формулу счастья для себя. Это любимая работа, любимая семья и востребованность людям. Вот с 3 составных частей состоит счастье человека. Потом спрашивала, отвечаю ли я этой формуле. Я думаю, я отвечаю. Ну, спасибо вам за интервью. И спасибо от меня лично, потому что я сама училась через департамент. Департамент при вас был создан. Кроме того, и в департаменте лояльно смотрели на то, когда выпускники не сразу возвращались исполнять свои договорные обязанности. Потому что, как мне тогда сказала, по-моему, Татьяна Константиновна, куратор как раз по Санкт-Петербургу, что Михаил Ефимович сказал, что если выпускники востребованы где-то за пределами Якутии, то пусть там работают и будут прославлять нашу республику. Да. И помогать своим родителям финансами. Да. Вот, спасибо вам. Спасибо вам. Я в жизни никогда столько продолжительного времени не давал. Ну, сдачи с почином. Это первый раз. Спасибо большое. Ну хорошо, пойдем пообедаем. Да. Пойдемте. Сколько часов мы сидели? 3,5. О, выдержал. Плюс вчера 2 часа. Да. Пойдемте туда зайдем. Пообедаем. Ага. Хорошо.